Поздравление Никола Пашиняна с Курбан-Байрамы в адрес Азербайджана вызвало широкий резонанс. Разгорелись дискуссии, жест ли это доброй воли или очередная попытка создать видимость миролюбия. Звучат предложения, что армянский пример уводит внимание от главного – нежелания подписывать реальный мирный договор. Об этом мы и поговорим с нашим гостем на прямой связи со студией политолог Ильяс Гусейнов. Ильяс, с вами здравствуйте, добрый день. Добрый день, Фатман. Насколько, по-вашему, искренними могут быть символические жесты, такие как праздничные поздравления, в условиях затяжного конфликта? Спасибо за вопрос, но я думаю, что вот этот твит поздравительный Азербайджану и азербайджанскому народу открытый пример лицемерия, потому что э, Азербайджан выдвинул свои требования касательно мирного процесса, подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но, к сожалению, вот все эти требования не выполняются, какие-то манипуляции в политической плоскости мы видим касательно изменения Конституции и изменения преамбулы Конституции, где есть открытые притязания территориальные к Азербайджану, есть отсылка на Декларацию о независимости, и Азербайджан требует наряду с этим распуск Минской группы ОБСЕ, потому что все эти оставшиеся институты и юридические преграды составляют элементы для реваншизма, и мы хотим, чтобы вот отстранить все эти элементы для подписания мирного договора. Но вместо этого, вместо практических шагов для выполнения требований Азербайджана мы видим только слова, какие-то поздравления. И это открытого рода манипуляция, потому что мы не забываем свое прошлое. Мы знаем, кто такой Никол Вовач Пашинян, который в 2019 году в Вене открытым текстом отказывался от прямых переговоров с Азербайджаном, отказывался о возвращении территорий, которые были оккупированы на протяжении 30 лет. И пьяный в сердце Карабаха, в Джедурдузю, он танцевал и открыто выступал против азербайджанского народа, против территориальной целостности Азербайджана, заявляя, что Карабах – это Армения и точка. То есть мы все это не забываем и хорошо помним, что Азербайджан военно-политическим путем смог освободить свои территории, смог восстановить справедливость, международное право, основные фундаментальные принципы и нормы международного права, такие как суверенность, нерушимость границ, территориальная целостность, мы смогли восстановить. И наряду с этим 4 резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций мы имплементировали, а сейчас хотим подписать мирный договор с Арменией. Мы инициаторы мирного процесса, мы выдвинули 5 базовых принципов для мирного договора, совместного сосуществования в этом регионе, для укрепления системы безопасности, новых геополитических реалий. Мы предложили, что надо открыть коммуникации, восстановить экономические связи, а в будущем, после подписания мирного договора, даже наладить дипломатические отношения, энергетические проекты и так далее. То есть у нас масштабные планы на будущее, на перспективу. Но, к сожалению, вместо того, чтобы практические шаги были выполнены, мы видим какие-то словесные именно заявления через социальные сети, и тем самым именно вмешивается премьер-министр Армении во внутренние дела нашей страны и, конечно, вот показывает себя как голубем мира. Но мы уже довольствуемся всеми этими заявлениями по отношению мира, безопасности, стабильности. Мы хотим устойчивого мира, реальное подписание мирного договора, но, к сожалению, вот остается до сих пор в юридическом контексте именно большие преграды против мира, и все это делается именно
вот премьер-министром Армении, потому что он говорит, что давайте подпишем мирное соглашение и в рамках одного же процесса будем согласовывать распуск Минской группы. То есть все знают, что образование Минской группы ОБСЕ было не таким способом. Ни Азербайджан, ни Армения обращались в секретариат ОБСЕ, и здесь все решения принимаются консенсусным образом, и именно и включая сопредседателей и других членов Минской группы и ОБСЕ должны единогласно проголосовать для распуска Минской группы. То есть здесь очень большие преграды, и очень большой предстоящий процесс для мира, но мы видим, что поздравляет Никол Пашинян. То есть это можно было бы понять после подписания мирного договора, после практических шагов. И здесь, конечно, знак доброй воли для укрепления мира, доверия, но сейчас это преждевременно, и говорить о том, что все в мире и согласии в этом регионе пока не приходится. Главное, чтобы наши требования были выполнены, а потом, конечно, взаимные поздравления, все это, я думаю, что дело будущего. То есть, да, Азербайджан ждет реальных шагов от Армении. Спасибо большое, Ильяс, за подключение. Спасибо за ваши ответы. Хочу напомнить нашим зрителям, что на прямой связи со студией был политолог Ильяс Гусинов. До свидания, Ильяс.